Крымско-татарские военные формирования в Российской империи. Такую необычную, уникальную выставку впервые представили в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия. Фотографии военных начала 20 века, оружие и форма. Это и многое другое может в мгновение перенести посетителей в прошлый век. Подробнее в сюжете Софии Шукуровой. Это очень дорогие игрушки для уже взрослых мужчин. Уникальная форма Крымского конного полка времен Первой мировой войны. Именно в таком обмундировании выходцы из полуострова служили в войсках Российской империи. Узнать в строю их было легко: яркие костюмы и красивое оружие. Исторические факты службы вот этого крымско-татарского эскадрона, который потом в состав его влились и представители других национальностей, так что крымские татары там составляли всего 80%. Дружба между представителями различных конфессий, их жизнь совместная, служба совместная, бои совместные, а также их гибель на одних и тех же фронтах оставили нам прекрасные образцы дружбы, взаимопомощи, взаимопонимания и мужества. Впервые в составе армии Российской империи крымские татары появились в конце 18 века. Было сформировано 5 дивизионов. В каждом по 7 офицеров и 200 нижних чинов. Официально это войско называлось Таврическим национальным дивизионом конного полка. О таком на уроках истории не расскажут. То, что у них были мечи, у них была специальная вырезка, они были очень красивые, аккуратные. То, что сшили костюмы, каждая пуговичка, все это было очень важно для них. И с помощью всяких альбомов, всяких картин, фотографий они смогли шить костюмы конного полка. Уникальные фотографии, копии архивных документов, костюмы шили по фотографиям и описаниям. Сотрудники музея на протяжении полугода собирали материалы из Государственного архива кинофотодокументов Москвы, Алупкинского дворца музея. Помогли и частные коллекционеры. А создавая эту выставку, мы прежде всего хотели раскрыть чистый источник страниц вот нашей истории. С другой стороны, нам очень бы хотелось развеять миф, который кем-то старательно, долго в угоду идеологии сотворялся. И с третьей стороны, мы сейчас очень много говорим о толерантности. Нам действительно досталось очень сложное наследие. Музейная экспонация, посвященная службе крымских татар в Российской империи, представлена впервые. На протяжении 2 веков выходцы из полуострова участвовали во всех больших сражениях. Сегодня к этой теме особый интерес. В связи с событиями, которые в истории проходили, с депортацией крымско-татарского народа, очень мало самих материалов, по которым эту историю можно изучить, проследить, знать об этих событиях, сохранилось. И вот собрать это все воедино и наполнить знаниями молодое поколение сейчас очень важно. Выставка «Военная служба крымских татар в Российской империи» продлится до конца января. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал Миллет.